Всем привет! Это очередная серия нашего ресурсного теста Hyundai Bayon. И сегодня у нас вторая попытка подъема на плато осы. Я вам обещал, что я это постараюсь сделать, когда не будет дождливой погоды. Правда, все-таки вчера дождь был, и тут видно, что немного мокровато, потому что тут теневая сторона. Но сегодня мы попробуем, потому что, по крайней мере, дождь нам не мешает. Ссылочку на серию, где мы не смогли подняться, мы оставим в описании. Ну, а кто не хочет смотреть, то, в принципе, давайте, наверное, запустим такой небольшой флешбэк. До сов не доехал. Когда вы понимаете, что дальше может быть небезопасно, а это сейчас выглядит именно так, потому что еще и по этой глине потом со сосов спускаться будет очень сложно в такой-то дождь, который тут все зальет. Сразу, когда вы это понимаете, сразу разворачивайтесь, ничего страшного, в следующий раз вся жизнь впереди, и у нас как бы, и у этого боя. Итак, сейчас будем замерять клиренс, пока мы, повторюсь, на асфальте. У меня вот такая канистрочка, облокочу сюда свое колено. Кстати, она у нас с водой, и у нее второе назначение. Она работает как сэнд-трак. То есть ты можешь подложить ее, если машина где-то в углублении будет, чтобы не провалилась, под колеса подложим. И вроде ей ничего не будет, как раз и проверим. То есть она должна держать серьезные массы. А у нас тут электронная рулеточка, и мы замеряемся. 170. Этого должно хватить, причем сразу скажу, что у нас тут уже стоит железная защита. Я вам советую поставить, если собрались ехать в похожий маршрут. И, к слову, она стоит в дилерском, официальном дилерском центре, в дилерских центрах до 25 тысяч тенге. Мы долго консультировались, как же нам поднять шансы подъема на осы. Думали даже поставить 16-е шины на легкосплавах. Также они есть в комплектации, которая чуть-чуть ниже. Но потом посмотрели, что все-таки 205-55 R17 чуточку выше, чем 16-е 195-55. Поэтому едем также на них. У нас теперь железная защита двигателя есть, поэтому не будем загадывать, но трогаемся. Это очень волнительно. Сейчас постараюсь ехать максимально. Во-первых, я правильно настроился, то есть сиденье максимально вертикально, чтобы контролировать впереди проезд внедорожья. Буду стараться в этот раз оставаться на системе стабилизации активированной, потому что все-таки она мне помогает лучше. Потому что когда я включаю, слишком много пробуксовки, а это нам не нужно. Участки сейчас сухие, потому что мы выехали на солнечную сторону. И пока мы нигде не цепляем, что удивительно, все-таки 17 сантиметров или 170 миллиметров нам помогает. И я чувствую себя более комфортнее, когда у нас все-таки есть защита днища. Поэтому где-то, если мы пощекочем днище, то, думаю, ничего не будет страшного. Поэтому я бы советовал прям ставить ее. Ну давай. Дорогой, давай. Чуть-чуть запахло шинами. Пошел небольшой дымок. Думаю, ничего страшного. Это шины. Не должны терпеть такие вещи. Вот есть такие ручейки, да, которые возникают при дождливой погоде. И эти колеи очень глубокие. И я стараюсь пускать их посередочке. Это единственная возможность здесь проехать. Уже, честно говоря, не помню тот участок, где мы остановились, проехали мы его или нет. Но машина идет. Кстати, до сих пор нахожусь в автомате, не включал мануальный режим. То есть еду просто в D. Пошел теневой участок, чуть-чуть глаза отдыхают. Максимальная концентрация, конечно. Да, вы скажете, что Роман, мы тут 1000 раз на чем только не ездили. Да, но у нас сейчас идет тест-драйв на автомобиле, который мне не принадлежит. И в случае чего, конечно, ответственность ложится на меня, поэтому мы максимально осторожничаем. Более-менее участки идут
нормальный, но все-таки камни выступают. Но я чувствую, что клиренса мне хватает прям нормально. Не скажу, что если бы было здесь 16, проехали бы везде. Но вот 17 камушек позволяет нам пока двигаться. Мы постарались все-таки выбрать в эту осеннюю погоду такой солнечный день, встать с утра, и всем рекомендовал бы все-таки делать это с утра, подъемы в туристических целях ваших, потому что, ну, мало ли что случится, где-то придется разбуксоваться, где-то не проедете, где-то придется машину толкать, где-то брать ее на галстук, ну, то есть на тросе кого-то просить, чтобы помогли. Возможно, наверх подниметесь, пойдет дождь, его нужно переждать. Ну что, ребята, плата Осы, вон там обсерватория, а здесь в нашем распоряжении вся эта наша природа, еще, как видите, зеленая. Байон, как и обещал, заехал под моим управлением на Осы. Это было сложно, мы старались сделать все безопасно. На будущее, может быть, поставить сюда шины с более зубастым протектором, чтобы увереннее по камням пробуксовывать быстрее. Ну и всегда планируйте маршрут, обязательно говорите, что вы едете сюда, потому что здесь ничего не ловит. Если есть возможность, берите спутниковый телефон. Ну а у нас это не последняя серия была, но, наверное, одна из самых впечатляющих. Поэтому увидимся в ближайшее время также в следующих сериях нашего ресурсного теста Hyundai Bayon.